Старшие лучше знают. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане молодые люди страдают от древних законов. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Таджикистане брак по договоренности до сих пор считается нормой. Спутников жизни для детей зачастую выбирают родители. Кандидатуру будущей невесты выбирают родители жениха, а семья девушки решает, давать согласие на брак или нет. Будущие супруги до свадьбы друг с другом могут быть даже не знакомы. Отказ со стороны детей принимается в редких случаях. Более половины жителей Таджикистана считают, что жениха должна выбирать сама девушка. Почти треть уверены, что выбор должен оставаться за родителями. Еще 10% говорят, что выбор остается за родителями и другими родственниками. Это результаты исследования Центра журналистских расследований Таджикистана, проведенного 2 года назад. А как вы относитесь к такой традиции? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Однако принудительные браки в Таджикистане до сих пор остаются острой проблемой, отмечает психолог Фируза Мирзоева. Принудительные браки являются пережитком прошлого, и кроме негативных последствий ничего хорошего ни в жизнь новобрачных, ни в жизнь родителей не приносят, считает психолог. Часто они заканчиваются быстрыми разводами, финансовыми проблемами, внутриклановыми и межклановыми распрями. Это пережиток патриархальных традиций в XIX веке, их необходимо искоренять. В таких браках страдают в первую очередь девушка и парень, которых принудительно поженили. Зачастую в регионах девушка только на свадьбе видит своего уже состоявшегося мужа. Это достаточно травмирующий опыт для нее, говорит Фируза Мирзоева. По словам психолога, в Таджикистане более 70% населения проживает в сельской местности. В регионах люди из поколения в поколение живут древними установками, где до сих пор ребенок считается абсолютной собственностью родителей. Родители полностью управляют жизнью своих детей. До сих пор родители считают, что только они могут принимать решения относительно семейной жизни своего ребенка. Обычно мнение детей не спрашивают, и даже если спрашивают, не всегда желания детей учитывают. Все это происходит добровольно-принудительно. И еще есть такой момент, продолжает Мирзоева, в Таджикистане до сих пор есть такое понятие, как калым, официальная плата стороной жениха, семье невесте выкуп за нее. Я воспринимаю это как легализованное рабство. По сути, по этой традиции девушка продается семье будущего мужа. Поэтому актуальность проблемы принудительного брака усугубляется еще и финансовыми обязательствами. И самое ужасное, что это до сих пор живет в Таджикистане. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!